Участники выставки могли ознакомиться с экспозицией из 65 произведений талантливых художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников Республики Ингушетия. Каждая работа представляет культуру, традиции, мастерство ингушского народа, подчеркивая его значимое место в истории искусства. У каждого участника выставки, где было много детей и подростков, была возможность увидеть разнообразный мир красоты, таланта, традиций, наследия. Каждый участник выставки мог найти для вдохновения близкий ему предмет, будь то произведения живописи, войлочные ковры, изделия декоративно-прикладного искусства, услышать национальную музыку на древних инструментах. Посвящена одной из самых исторически значимых дат. Исполнилось 100 лет 7 июля 2024 года ингушской государственности. История искусства и культуры у ингушского народа начинается с двух профессиональных художников – Гази Магомеда Албастовича Даурбекова, Хаджибекара Бачиевича Ахреева. Вот с этого момента, когда мы начали именно входить в мир искусства, в 1931 году эти два художника заняли первое место на Олимпиаде искусств народов Северного Кавказа в Ростове-на-Дону. И эта награда доказывает, что несмотря на все перипетии в истории развития ингушского народа, были спады, но были и подъемы. И это был огромнейший труд, который прилагали отдельно взятые творческие личности. В народе все заниматься искусством не могут. Только избранные. Только отдельно взятые, которым, естественно, и Всевышний дает, и природа дает определенные направления. И сегодняшняя выставка, 70 художников принесли свои работы. Это и последующее поколение вслед за Даурбековым и Ахриевым, за Паланкоевым, Эсмурзиевым Зелимханов и многие другие. Появились многие новые молодые художники, которые жили еще в Казахстане, но вернулись. И сегодня живут за границей, но свои работы присылают, они тяготеют к родной земле, к земле своих отцов, своих прадедов. И в этом отношении 70 человек, и если эти 70 человек занимаются одним изобразительным искусством, а есть другое направление – декоративно-прикладное. И оно сегодня всем посетителям этой выставки показали, что женщины, если даже у нее большой возраст, это не помеха, потому что искусство руки, благородной души и умной мысли, оно всегда найдет решение своего вопроса. И отражение в работе. И отражение, если даже у нас было отгонное животноводство, как овцеводство, то они, не кончая высшего учебного заведения, на практике понимали, какую шерсть можно использовать для одеяла, для матраса, а какую для ковра ручной работы хетта ферт и стинки. Тут уже ферт. И даже Алексей Петрович Ермолов во время Кавказской войны был просто поражен рациональным использованием природных ресурсов народами Северного Кавказа. Директор Музея изобразительных искусств Любовь Тумгоева, открывая выставку, отметила, что 7 июля Ингушетия отмечает столетие государственности. Народ имеет древнюю многовековую культуру, богатые традиции, историю. В настоящее время творческие личности вносят в свой вклад в ее процветание. Все из истории знают, что 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область. Это первое государственное образование ингушского народа, история которого гораздо древнее, гораздо глубже, уходит вглубь веков. Но именно эти 100 лет говорят о развитии именно в составе государства российского, нашего великого государства. Руководитель администрации главы республики, правительства Джамбулат Аздоев в своем выступлении отметил,
Каждое произведение на выставке рассказывает свою уникальную историю, будь то живопись, скульптура или декоративно-прикладное искусство. Эти работы не только демонстрируют мастерство и талант их создателей, но и передают духи традиций ингушского народа, его стремление к сохранению и развитию культурного наследия. Сегодня у нас выставка, она посвящена как раз-таки, как мы говорим, столетию ингушской государственности. И вот эта выставка – это проявление духовной сущности, одно из проявлений духовной сущности нашего народа. Мы веков, наши предки, наши отцы, сегодня мы с вами донесли и доносим до общества, до таких же народов, как и мы, свою самобытность, свою особенность. Эта самобытность и особенность ничем не лучше и не хуже других, но она есть. И сегодня вот творения наших художников, творения наших мастеров, они говорят о том, что вот эта самобытность, она проявляется так или иначе. Это картины, это различного рода экспозиции, которые из камня, из шерсти, значит, и так далее. Главный специалист отдела искусств Министерства культуры Республики Хади Бекова поздравила участников выставки с ее открытием и зачитала приветственный адрес министра культуры Республики Ингушетия. Каждая работа олицетворяет культуру, традиции и мастерство народа, подчеркивая его важное место в истории искусства. Сегодня у вас есть возможность погрузиться в мир красоты, таланта и наследия, который откроется перед вами на этой уникальной выставке. Уверена, что каждый посетитель найдет здесь что-то особенное и вдохновляющее для себя. Приятного пребывания и до новых встреч! Художники и мастера к столетию ингушской государственности — так называлась выставка в Государственном музее изобразительных искусств Республики, открытие которой состоялось 4 июля 2024 года и которая будет экспонироваться до 9 сентября текущего года. И к этому мероприятию мы решили объединить всех художников, мастеров, ремесленников, чтобы они участвовали в этом мероприятии. Так как у нас действительно в республике очень много молодых, талантливых, начинающих и художников, и мастеров, и ремесленников, то они активизировались и решили принять участие на этом мероприятии. С каждого творческого деятеля мы собирали по одной работе в разных направлениях. Это и живописные полотна, и новых художников, и старых художников, где на этих полотнах мы можем увидеть и натюрморты, пейзажи, портреты. Также работы мастеров декоративно-прикладного творчества. У нас тоже очень много работ, которые выставляются впервые. И это, конечно, радует. Для каждого зрителя, думаю, они сегодня для себя что-то новое открыли. И новых мастеров, и новых художников. Эти картины и все это показывает саму общую культуру нашего народа, наш успех, нашу необыкновенность, вот, наше право называться себя народом, этносом и быть в составе великой России. Культура – важнейшая часть жизни ингушского народа, отражающая его историю, традиции и духовные ценности. С древнейших времен ингуши придавали важнейшее значение сохранению, развитию культуры, традиций. Именно в ней видели основу своей идентичности и единства. Культура связана с историей, языком, обычаями. Она складывалась веками, вбирая в себя мудрость народа, красоту родной земли. Каждый художник хочет передать содержание на картину, свой взгляд на все это. И лично мне бывает всегда интересно, что именно художник хотел нам сказать. Его глазами посмотреть картину и, соответственно, тоже сделать какие-то свои выводы по этому поводу. Потому что в любом случае художник, чем интересны вообще выставки, вот подобные мероприятия, тем, что мы пытаемся посмотреть глазами художника этот мир, как он его видит. Да. В этом же и заключается сила этой культуры, искусства, культуры в общем, скажем. Да. То есть это, скажем так, вот, что человека отличает, не только его разум. Человека делает, в широком смысле этого слова, его делает культура.
И искусство – это один из способов, один из языков культуры, посредством которого, то есть люди общаются, посылают месседжи друг друга. И как раз вот то, что выставка сегодня, посвященная столетию ингушской государственности, как раз тоже это один из способов донести, как бы, да, вот, показать, всем, скажем так, да, до всех людей, кому интересна культура, быт народов этого мира, и нашей страны в частности, да, это как инструмент, посредством которого мы можем понять друг друга, узнать друг друга ближе, лучше. Вот, поэтому я считаю, что вот, культура в широком смысле это в кавычках сказать, да, это оружие, которое может победить, обезоружить, скажем так, любого противника. Вот. И Безгранично. Безгранично, да. И понимаете, это я бы его назвал бы таким международным, что ли, языком общения. Здесь не нужно знать какие-то языки. Мы созерцаем это визуально. И природа человека ощутить, понять этот мир вот именно через искусство, через вот богатство этих красок, я не знаю, там какие-то пейзажи, да, символы, изображения. Элементарно даже простые натюрморты, они столько эмоций вызывают. Мы в живой природе иногда так не обращаем внимания на какие-то вещи, вот как глядя на тот же самый натюрморт. Там одним натюрмортом можно, не знаю, безграничность души человека показать. Необходимо отметить, что мы трепетно относимся к своему духовному наследию, передавая традиции из поколения в поколение. Каждый из нас знает свою родословную, историю своего народа. За годы становления Республики Ингушетия произошел расцвет национальной культуры, и мы видим эти успехи на выставке. Это очень большое событие в нашей жизни. 100 лет республики. Задуматься очень важный факт для нас. Эпохальные события. Наши художники, такие мэтры, как Исмурзиев Зелимхан, Умагожев, Мириев, Батаев, Мартазан Мусаевич, вложили огромный вклад в развитие культурного слоя нашей республики, в развитие, в движении вперед нашей молодежи в этом русле. Это замечательно. Я очень горда, что моя работа тоже присутствует на выставке. Я член Союза художников, я являюсь ученицей Мусея Яича Мартазана. Для меня это очень важно. Мы народ битый, стрелянный, нам хватало по жизни. Но все равно, невзирая ни на что, мы всегда идем вперед. Ну вот этот итог, посмотрите, итог отображенный нашей жизни в полотнах, в различных работах, они вдохновляют вас? Конечно. Художник выкладывает ту суть, ту сущность, которую в него вложил его народ. Он показывает и боль, и страдания, и жизнь, и радость, и рождение в своих полотнах. Мы говорим в своих полотнах, кто мы, какие мы, и какие мы должны быть, и как мы должны идти вперед. Все сущность, народная сущность, национальная сущность и идея наших полотен. Ну что ж, можно поздравить нас с этой выставкой. Конечно, конечно. Всем барковым художникам хочется... Конечно, конечно, всем художникам, музею в частности, который так красиво экспонирует, освещает. Все на должном уровне. Конечно, всем, кто принимал участие в этой выставке. У Мусея Яича Мартазанова, например, я не знаю, как у других художников обстоят дела с этим, огромное количество учеников. То есть
вот сила, которая сзади подталкивает вперед завтра. Завтрашнего дня. Конечно, это очень знаменательно, это очень грандиозное для нас событие. Работы 65 художников и мастеров отражают богатое наследие и творческий потенциал Ингушетии. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Каждое направление в экспозиции представлено яркими, уникальными работами. Я могу не только созерцать прекрасные предметы, но и являюсь участником этой выставки, посвященной столетию Ингушетии. Прекрасные работы самых лучших ремесленников, художников нашей республики. Спасибо руководству музея Любе Тумгоевой за предложение поучаствовать. Она собрала в этом зале самое лучшее, что у нас есть. Впечатляющие работы. Да, особенно мне близки войлочные ковры, потому что именно с репродукциями ковров я работаю. И на сумке мы наносим вручную репродукцию ковров. Это ваша работа. Да, это моя сумка. Ну что ж, поздравляем с столетием республику, да? Да, поздравляем. Пусть процветает наша республика. И пусть наши потомки берегут наше прошлое ради нашего прекрасного будущего. За годы создания Республики Ингушетия созданы благоприятные условия для развития культуры. Творческие объединения помогают молодым начинающим художникам, поддерживая их, выставляя их работы на выставках, давая возможность показать свое творчество. Ася, вот в стенах этого музея у вас уже была персональная выставка. И вот сегодня первая, да, вашей вот такой творческой биографии. А вот сегодня одна из ваших работ попала на такую значимую выставку. Вы именно обратили внимание, что фонды подобрали вот достойную работу, как вам кажется? Я старалась тоже по тематике подвести свою работу, чтобы она как-то сочеталась, чтобы гармонично смотрелась с общим фоном. Поэтому, исходя из сегодняшнего мероприятия, мне кажется, моя картина, она неплохо вписывается Вот здесь. в эту экспозицию, да? Да. Ну, у каждого вот рисующего, как и, наверное, у каждого жителя Ингушетии свое видение, свое представление волнушек. Кто-то восхищается по-своему. А вот что вас заставило вот это взять, написать? Что понравилось в этом? Я сейчас расскажу. Кажется, это был 2018 год. Я отдыхала в Джейрахе как раз-таки в этот день. И мне на глаза попалась очень интересная девочка в красном платьице, прямо под волнушками. Я сфотографировала ее прямо в этом же полете. Она странным образом танцевала, и я ее прямо в этой позе сфотографировала. Фотка вышла красивая, и я подумала, что было бы классно, хорошо, да, нарисовать, изобразить это на холсте. И сейчас я это интерпретирую как наше прошлое и будущее. Вот эта девочка, да, наше будущее, да, и это прошлое, это на фоне башни, история. Самое важное, что потрясает вот в этом комплексе волнушки? Наверное, ее масштабы и то, где она строилась, в каких условиях, да, если представить, да. Удивительно. Ну, как обратили внимание на экспозицию Каина? Я замечаю, что обращают внимание, поглядывают, смотрят, спрашивают. Вот. Чья работа вам очень понравилась? Какого художника? Аздоева была красивая композиция. И сегодня я впервые увидела вот эти ковры. Меня тоже впечатлили, очень впечатлили, да, очень красиво. Первый раз на такой выставке. В работах художников разных поколений, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников отражены замыслы и чувства авторов, историческая память, воспоминания представителей старшего поколения. Отражена история, которую пережил и прожил народ за 100 лет своей государственности.
Она особенная, потому что в выставке принимают участие 65 художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников Ингушетии. Она очень разноплановая. Здесь экспонируются не только наши мэтры, известные уже художники и мастера, но и начинающие художники, которые впервые выставляются у нас в музее. Однако эта выставка, она объединена одной идеей, одной целью, посвящена столетию ингушской государственности. Особое внимание представители творческой интеллигенции привлекали войлочные ковры «Истингиш», «Хатта», «Ферташ». Как и сами мастера, участники историческо-географического общества Дзобдзуки и его основатели Якуб Гогиев, Танзила Дзаурова, все они объединены любовью к историческому прошлому народа, к его культурному достоянию. Продуманный сюжет, оригинальность исполнения, художественная целостность, мотивы древнего ремесла и современное видение молодого поколения, эстетическая ценность – все это ощущаешь и чувствуешь в этих войлочных коврах ручной работы. Перед каждым ковром хочется стоять часами, пытаясь разгадать, какие мысли, фантазии вложены в эти узоры. Известно, что ингушские мастерицы вкладывали в эти узоры самые сокровенные моменты своей жизни, окружающего мира. Много было в этом году событий, посвященных столетию нашей государственности. Но здесь объединяется, на мой взгляд, сегодня работы всех, кто занимается искусством, художников, в основном художников имеется в виду. Это люди, которые посвятили себя, свою частичку души отдают. И всех их сегодня собрали, их работы удивительным образом гармонично здесь развесили. Это проделана большая работа, колоссальная работа, безусловно. Это заслуга коллектива этого музея, что не так гармонично и красиво все вместе смотрятся, хотя абсолютно разного жанра, хотя абсолютно разного направления, в разных техниках выполнены. Каждый внес свою лепту, каждый приходит полюбоваться не только своим предметом в общем контексте, но и все эти предметы предстали совершенно в ином свете. Вот я обратила внимание, маститые художники, и рядом имена новые, работы российских художников, так как и мы живем в Российской Федерации, где-то много общей истории. И вместе с тем, вот как, на твой взгляд, отражена вот эта столетняя история государственности в некоторых работах? Знаете, здесь есть абсолютно все. То есть в этих работах здесь показана материальная культура, нематериальная культура, события политические, события экономические, участники событий, наши герои, эпос, фольклор, то есть наша архитектура, все здесь есть, национальная одежда. Если вы посмотрите, здесь абсолютно все маркеры идентичности нашей, вот абсолютно, даже именно касаемо языка можно здесь обнаружить. То есть это совершеннейшая, удивительная этнографическая, получается, экспедиция может быть просто, если вы даже пройдете, и каждая работа, да, и интерпретацию каждой работы вы услышите. Вы можете получить полный ликбез по ингушской культуре, по ингушской государственности не только за последние 100 лет, но и за тысячелетия. Танзила, ну и, конечно, не сказать о коврах национальных, ковроделии. Истингери, Хатта, Ферта, не спросить у вас я не могу. Вот представлены очень яркие работы, теплые, изящные, просто вот на мой взгляд изящные, как наши женщины стильные и в прошлом были. Вот такие они отвеют них теплом, добром, светом каким-то. Вот чья самая работа вам дорога, ближе, кроме своей, конечно? Вы знаете, своя в последнюю очередь. Хотя я вложила в нее и душу, и смысл. Здесь, вы знаете, в традиционной технике представлено, в традиционных орнаментах представлено всего несколько работ. Остальные, они несут нашу культуру, в том числе и нематериальную, то есть там фольклор изображен в материальном предмете. И вы знаете, от шерсти такая сумасшедшая энергетика. И вот самый-самый мой любимый ковер, два ковра, вернее, они оба, эти ковра, связаны с Хабаерды. Это ковер Асият Газгиреевой, где изображена табличка с храма Хабаерды, и ковер Лейлы Бурсаговой, Черева называется, Кер называется. Действительно, Кер Буагвой, Кер Лосбалвой, Кер Цдукхам Дуздендевой. Это то само, что наш эпицентр, это наше сердце, это все, что включает, да, это связано с нами. Поэтому вы просили меня потрогать, хотя этого делать нельзя. Да, но это просто сумасшедшая энергетика от этого ковра. И вы знаете, он побывал на многих
многих выставках. И у всех представителей, кто подходил, он называл такие же эмоции. Но все равно в этом музее, благодаря экспонаторам, он смотрится совершенно в необычном свете. Да. И это, конечно, большая заслуга этой команды. Значит, нас всех можно поздравить, да, с открытием этой выставки. Я поздравляю всех нас, всех жителей республики. И вы знаете, это очень значимое событие. Его значение, может быть, мы пока даже не поймем. Только спустя время. Когда будем смотреть благодаря вам эти архивы, мы будем очень сильно радоваться тому, что когда-то здесь такое произошло. Что было сделано. Да. Вам большое спасибо за то, что вы сохраняете все это, потому что благодаря вашим архивам очень много проектов мы сделали. Хранить тоже надо уметь, это же сложно, это же не просто. Сегодня была презентация вашей группы, как она называется, правильно произнесите? Оула, корни. Да. И вот эта группа, да, она не в полном составе была, ребята уехали на лето, и они исполнили мелодии. Дэймок, да. Мне каждый раз, когда я слышу Чондарь, который 100 лет не звучал в наших ансамблях, вы знаете, это чувство невозможно просто передать. Оно просто, это все равно же смотреть на свое дитя. Удовлетворение есть, значит, звучит тогда эта древняя наша музыка. Есть, это необыкновенно, это просто вот смотреть как на свое дитя, на успехи своего дитя и радоваться за него. Вот такое же чувство. Наверное, очень многие творцы, в том числе все художники, которые сегодня собрались здесь, это чувствуют. Им знакомо это чувство. Аллаху, это бахкумбей, массане. Баркал диарясхал массане надак мелляцача. Неожиданное возвращение в нашу современную жизнь древних мотивов, но так близких нам по духу истинки Хэттаферт, вызывает и восхищение, и восторг, и множество вопросов. Как украсить нашу жизнь, наш быт, наше жилище? Эти вопросы интересуют участников выставки. В целом выставка, она такая собирательная, то есть это не одного автора и не одного там скульптора. Это разные мастера представили свои экспозиции, и в них, первое, ты можешь находить какой-то отклик со своей идентичностью. Алга Галара, будучи ингушом и проживая в этой местности, ты видишь те же пейзажи, те же лица, мотивы, да, и ты можешь как бы понимать, насколько автор воспринимает то, что ты созерцаешь, и он. То есть в этом сравнении ты можешь обнаружить какие-то детали, особенности, заставляющие тебя переосмыслять это пространство вокруг себя уже в новом формате. Во-вторых, какие-то новые стили, новые решения, не свойственные нашему региону. Это же как бы творчество фантазии рук разных людей, а люди, они сформировались под влиянием каких-то образов, путешествий, каких-то книг и всего, что они через себя пропускали. И тут тоже можно вот в этом креативном творчестве подглядеть интересные решения, способные быть уже тобой в твоей области применимы. Мы занимаемся ландшафтным дизайном, поэтому для нас это важно понимать, что чувствует и испытывает местный житель. Вот сегодня, оформляя школы, приусадебные участки общественных организаций, общественных территорий или собственного дома, наверное, все это важно, да, вот это даже декор, конечно, ваше оформление. Есть какое-то предвзятое отношение к художникам, но надо понимать, что художник — это не только тот, кто рисует образы людей. А человек утром встает, и когда он подбирает себе одежду, он тоже становится мастером цветов, да, сочетания или несочетания. Когда он строит дом, когда он благоустраивает приусадебный участок, он использует какие-то решения, и если в этих решениях нет баланса и дисгармонии, то это не вызывает внутреннего удовольствия, оно становится каким-то чуждым, неприятным и вызывает, наоборот, негативные ощущения. И поэтому важно вот такие пространства расширять и количество мероприятий увеличивать, чтобы в конечном итоге через это количество у нас все-таки качество выросло. Мы же любим созерцать красивые города. Мы смотрим и говорим, вот прекрасный город, там построили какие-то там европейцы или там азиаты в Японии. Сегодня, выезжая в Турцию, в другие стороны Ближнего Востока, мы восхищаемся же дизайнером. Мы говорим о традициях Японии, о других народах. А почему о своей традиции не говорят? Мы же можем это выработать, правда? Мы можем, тем более у нас есть очень большое наследство, даже вообще само название ингушей, мы же себя называем
в честь сооружений, то есть есть сооружения в виде башен, то есть получается, что наше самоназвание это непосредственно отношение к какому-то архитектурному решению в виде башни. И эти башни, они сверхорганично смотрятся в той местности, в которой растут, и нет ощущения какого-то диссонанса, то есть они не выбиваются из общего фона. И вот то же самое, используя эти приемы, которые наши предки в свою бытность проживания в этой местности использовали, нам нужно новое решение формировать. Выставка вызвала большой интерес. Здесь каждый мог найти работу, которая вызывала бы прекрасные эмоции. Все стремились поделиться мнениями, обратить внимание своих спутников на ту или иную работу. Я хочу нас поздравить с очередным открытием выставки. Сегодня представлены работы 65 художников. Они абсолютно разноплановые, они выполнены в разных манерах, техниках. Это разные жанры. Это в основном и живопись, и декоративно-прикладное искусство, но в которых отражена история, многогранная история нашего народа. И сегодня Хожа Ахмед Имагожев, выступая, отметил, что мы очень достойно встретили столетний юбилей нашей ингушской государственности. Вы знаете, очень важно, когда власть повернута лицом к культуре, когда власть пропагандирует культуру. Это очень важно, потому что здоровье – это очень хорошо, но если нет культуры в человеке, если нет умения созерцать красивое, если он не является носителем красивого, не является носителем этики и эстетики, конечно, все остальное уходит на задний план. Поэтому строится несколько объектов, и эти объекты будут сдаваться уже, некоторые из них в конце этого года, некоторые уже в 2025 году. Построена картинная галерея. Понимаете, для нас, для художников, это очень важно. Можно говорить о многом, о разном, но если сегодня к нам приезжают гости, они предпочитают пройтись по музеям. Они хотят посмотреть, увидеть, соприкоснуться с историей, с культурой народа, определенного народа. И в этом плане у нас есть и музей изобразительных искусств, и государственная галерея, куда можно привести гостей. И гости в этом году будут, их будет много. У нас 100-летие ингушской государственности. Да, было разное за эти 100 лет. Были такие трагические моменты, но мы сегодня помним о прошлом. Но видим мы только яркое, светлое будущее, мирное будущее. Очень важно, когда художника, любого творческого человека верит. Если ему верит, значит, он способен на большее. Понимаете, он будет выкладываться на 100%. И сегодня мы видим вот этот уровень, который подтянули до профессиональных художников, до выдающихся художников. Молодые художники, наряду с состоявшимися, имеют возможность выставиться. Это же очень знаково. Муса, это все благодаря тому, что живет наша Республика Ингушетия. Да. Это благодаря тому, что будут появляться новые имена. Это благодаря тому, что поддерживают молодых и их творчество тоже. Вообще у нас республика динамично развивается. Я так думаю, что в ближайшие 10 лет мы очень многое сделаем для нашего региона, для нашей России, нашего государства в целом и для своей малой родины. Понимаете, это тоже очень важно. Для нашей прекрасной Ингушетии? Да, за нашу Ингушетию. Здоровья всем жителям. Мы всегда рады гостям. Мирного неба над головой. Чтобы наше будущее воплощалось в наших внуках, дедушки и бабушки смогли передать свои таланты, преемственность поколению, чтобы сохранить. В творениях каждого мастера одна тема, одна, подобно молитве. Чем больше повторяешься, тем становится драгоценнее, возвышеннее, богаче. Тема – молитва. Тема – наша маленькая прекрасная Ингушетия. Всматриваешься в работы, представленные на выставке, и чувствуешь – это наша Родина, ее народ, ее история, древняя и юная. В своих молитвах мы просим за благополучие ее народа, его будущего, за ее процветание.